Всем привет, с вами Удмурт. Сегодня у нас очередной гайд по доте от HyperTest тренера. По ссылке в описании можете записаться на индивидуальную тренировку и поучаствовать в видео. Поддержите ролик лайком и подпиской. Всем приятного просмотра. Скиллпоинт тебе лучше с нулевой не тратить, потому что вдруг какая-нибудь 5 на 5 заруба произойдет, и по 5 мужичков закинешь, ну и там поумирают, ну типа чел под минус армором. Ну, я обычно не хожу на ФБ, я не знаю, сколько это важно, блядь. Но я обычно хейчу, потому что кнопки мы скомбинить не можем, блядь, на этом рейтинге, нихуя. Когда я с пати играю, с кем-то мы ходим, но когда вот с этими дурачками, там, блин, ну... Ну, так, ты же не пробуешь, типа, даже, ты, Да, честно говоря, да. Ну, ты должен сидеть, пробовать, ну, зачастую челы, ну, хоть как-то дожмут кнопки и хоть как-то ФБ, ну, сделается, вот. Поэтому, и вот ты своими жучками этому, ну, поспособствуешь, а ты, ну, не пытаешься даже, получается. Вот. Ну, и если твои челы не нажмут хорошо кнопки, то enemy тоже вряд ли нажмут. Ну, плюс у вас, типа, есть твои жучки, у него стан, у этот сетку может вкачать, у вас хук есть, у вас замедло нереально есть. А у них, ну, фиссура и прыжок течится, ну и все. У вас, ну, урона и контроля должно быть, ну, побольше чуть. Ну, то есть, если течис на вас прыгает, то есть вы должны там вдвоем выходить условно на руну, остальные там сзади стоят, течис на вас двоих прыгает, пол лица теряет, и все его резко убивают просто. Ну, он хукнул под тавер, мы его погрызли. Я понял, что я не догоню его. Дальше пошел пачку. Очень непонятно, зачем нажал. Прокалить этого шекера. Ну, ты же вот видишь, что у тебя чел сейчас, допустим, пукать будет. В этом просто смысл нет. У тебя Шукучи на первом левеле. Вот сейчас бы же Шукучи было, ты бы его убил бы, а так лучше его убил. Лучше просто так не трать Шукучи, только если там пачка как-то, ну, ты стоишь в Вот я сейчас отдал, чтобы вот замедлить его и прокалить. Ну вот сейчас уже нормально, но ты третий, успел третий включать. Ты просто Шукучи вначале тратишь только если ты вот здесь, там, вражеский раньше вот здесь, и ты его законтестить хочешь, только вот так вот. А когда у тебя саб там хочет кого-то убить другого, а ты пробиваешь вот этого с первым левелом, ну, так лучше не делать. Ну, либо ты можешь, типа, допустим, у тебя здесь саб хочет убить, ты стоишь вот здесь, и ты можешь, типа, ранжом в Шукучи пройти по ранжу, пройти по тройке и побежать в сторону, ну, четверки. Вот, ну, вот так вот можно. Капли надо на такую линию будет сразу купить на 3-й минуте. Значит, он умру. Но у него, типа, ты знаешь, что у него бластов КД, должен пробивать его, просто сидеть. Кто, куда? Бластов на 3 спелла. Вот. Ты должен, типа, вот так идти. Ты до него не добежал почему-то. Меж закончилось уже, Шигуч. Ну, он у тебя закончился, потому что ты стик нажал. Шокучи. Вот, и, ну, ты должен просто, ну, тут аналог, конечно, чела хукнули, но ты все равно, зачем ты его бить начал, ты видишь, что у тебя 0 хп, ты просто до этого просто так стик нажал, Шокучи себе сбил. Ну, тут чисто, ну, твой бет, короче. Убил, красавчик, молодец. Крипов донать не пытаешься. Вообще у тебя он 8 добитых, 1 донай, и там у Шейкера, ну, у Шейкера все похоже, конечно. Непонятно, почему со второго спала не контестит каждого крипа. Тебе лучше, ну, автоатаку на вот этом выключить, чтобы по крипу случайно, ну, не выпасть. Да, я по перечке выключаю, он даже в этой выключил. Ну, пока что вот у тебя 3 минуты и все еще не выключил. Ну, так я же добиваю, но вроде не меня особо мешает, нет? Ну, ну, смотри, ты добьешь какого-нибудь крипа, где тебе не нужен будет 3-й спелл, и потом резко хукнет кого-то, а у тебя 3-й КД. Вот здесь непонятно, что испугался его, ты знаешь, что у него КД 3-й, КД 1-й, мог его пробить. Пачка, ну, у тебя больше. Вот нажал 2-й, должен был пробежаться вот до сюда вот, и дать в него там тычку, потом дабл тычку, и потом уже подавить. Ты видишь, что вы доминируете, можешь свой кемп разбанить, пулить на него, там пачки сводить как-то.
главное подтечиться, не подставиться, и нормально будет. Или зачем-то шипучий просто... Ну, тебе нельзя вот так вот шипучий тратить, когда у челов контроль не КД. Вот. Если у челов любой контроль не КД, то тебе тратить шипучий вот так, ну, в тупую нельзя. Либо ты вот потратил шипучий, хуй пойми, ну зачем, да, предположим. Ты должен бежать не вот так вот по дуге и разворачиваться на месте. Ты должен, ну, чуть ли не сюда уходить и ждать, когда шипучий обратно. Потому что, ну, вот так вот будет происходить каждый раз. Ну да, пролетает бомбочка, поэтому... Да, поэтому, ну, не делай так никогда. И здесь ты должен был не по прямой бежать, а вот так за кусто заходить, ты бы выжил. Должен... Если вы чел убиваете, ты должен ему за спину после шукучи заходить, потому что, ну, смотри, ты... Ну да, он бежит по тебе, как бы. Да, ты нажал шукучи, он на тебя бежит, все, ты его уже бить не можешь. А стоял бы ты тут, ты бы стоял на месте и бил бы его АФК просто. То есть ты должен, ну, нажимать шукучи, пробежать ему за спину, нажать первый в него, чтобы там пачку еще задело. Боялся чего-то. И даблтычку давать. Ну, было бы намного проще. Вот, ты еще на линии, если ты, ну, убиваешь, ну, в целом, и хочешь через дизоль играть, то ты себе вот эту штучку за 300 довозишь всегда. Вот, чтобы, ну, чтобы урона миллиард. Ну, да, понятно, дизермур. Да. В ВС какого-нибудь регена там по типу, не знаю, там ДБ леги можно коррозию вообще купить. Ну, если прям все хорошо. Если все не очень, то, ну, лучше не надо, короче. Здесь опять вот просто шикучи потратил, капель нету против Течиса, и просто лицо теряешь, не можешь вот драться, идти нормально. Кемп не разбанил, лотос не забираешь, 6-я минута. Вообще, вот, ну вот ты линию выиграл из-за того, что, ну вот ты кемп не разбанишь, что ты еще докачаешь, это тебе просто, ну, делать нечего. Перед следующий, нет? Ну, я и говорю, ты сейчас это докачаешь, и тебе нечего делать будет. Топорика у тебя нету против Фуриона. Против Фуриона ты можешь на оранжевых керри делать закуп вместо 3 веток, брать ветку топорик просто, и... ну, и у тебя, ну, ты проживать. Рецепт непонятно, как я видел. Я мискликнул. И поздно заметил. Я не беру обычный рецепт. Тебе надо, ну, пытаться как-то, ну, по левелу вперед выходить. То есть ты можешь после этой пачки бежать там на шипучих сюда, стакнуть вот это, потом там next отпулить условно. Ты вот отсюда, ну, максимум одного крипа за этот моб проебешь. Но при этом ты здесь стакнешь для себя в будущем, ну, у тебя будет, ну, здесь, ну, предположим, 120 билды где-то, да, со стаком. Плюс ты отпулишь и врага лишишь целой пачки. Ну, ты, скорее всего, два отпула сделаешь. Вот, и плюс ты себе линию поставишь сюда, чтобы тебя, ну, убить невозможно было там под Фуриона какого-нибудь. Или там под какого-нибудь пластов СЛМ. Вот так ты, ну, вот, типа, добиваешь пачку и дальше что-то делаешь. Дальше бик идешь качать. Хотя мог пойти отпулить на вот это условно. Либо даже на бик отпулить, вот так вот вниз побежать. Вот, и, ну, вот этого не делаешь, ты просто, ну, ты, считай, и врагу даешь свое получать, и сам, типа, забираешь. То есть ты не пытаешься как-то у врага отобрать что-то дифнуть. Просто стоишь и, ну, можно сказать, ты крип-симулятор играешь. А вот когда уже, ну, тут пулить нечего, ты просто идешь и в тупую качаешь. Стик не нажал. Да там, блядь, с этим станом просто англичкой. Ну, ты когда из стана вышел, ты там мог стик нажать. Вот третий спал, ты так... Да. Можешь тавр пробить, знаешь, что там, ну, типа, шейкер в миду,
эти умерли, ну, должен идти под кота по тауру пробивать, просто эту пачку скипать, ты куда побежал, ты вниз побежал. Ты всегда, ну, должен стараться, если у тебя, ну, на линии никого нет, и тем более ты скатап, и ты должен, ну, тауэр пробивать максимально, насколько это возможно. То есть ты должен был там дать даблтычку сюда, пробить, потом забежать за тауэр под шипучами, скипнуть быстренько пачку, на которой бы там, ну, жучки бы на нее кинул условно, да, ну, те, когда были, не кинул. Вот, пробил бы спокойненько и, ну, сломал, открыл бы вышку, потом бы, условно, на шокучах бы забежал бы сюда, аккуратненько чекнул бы, есть стаки, там закачал бы вот этот кемп и там побежал бы там либо сюда, либо на пачку вот сюда. Потом бы там уже, ну, там в топ бы тэпнулся и в топе бы жил, потому что, ну, когда здесь вышка стоит, ну, хотя, ну, на вивере в целом можно тут пачки скипать, если себе там опсы центре сюда поставить, вот. Но вообще желательно тебе после того, как ты себе вышку открыл, там улетать, ну, куда-нибудь, ну, типа в топ, потому что тебе тут уже тяжело будет, потому что челы могут вот здесь просто пачку держать, и ты сюда, ну, не будешь заходить. Подожди, а я же буду пиздить фарм, не? Ты на вивере не... Ну, ты сюда не можешь заходить, типа, на вивере. Ну, эншей, типа, качать. Ты на вивере эншей не Я про то, что тебя вверх иду, я же буду сверху фарм пиздить, нет? Вы должны свапать с линиями, ты должен в топ улетать и качать, типа, там, вот это, пачку и вот этот лес. И плюс тут файты какие-то происходят. Вот, а Акс должен, типа, сюда свапаться и вот здесь там качаться. Но они должны, вот, типа, вот в этой зоне идти играть. Они даже могут не тэпаться, просто сюда может полететь, там, условный шаман какой-нибудь и дофармливать себе линзу, ну, вообще блинк в идеале. Или пульш, может сюда тэпаться, дофармить себе блинк. Акс пойдет там вот в этой зоне, вот все играть, да, мидак, типа, тоже под мидом останется, они будут здесь что-то пытаться. А ты, ну, в топе пойдешь качаться. Вы должны, ну, ты должен сапку какой-нибудь, что-нибудь оставить, чтобы он ну, себе шмотку купил тоже. Но в целом вот то, что ты делаешь, тоже норм, потому что они... Я помню этот момент, как я как раз это делал. Я вижу, что там в топе дерутся активно, и меня никто не душит. Я думаю, только, ну, потолкая пачки. Да. Но ты мог, типа, пролететь сюда, тут файт очень долго был, ты бы очень много всего получил. Ты мог, типа, в мид тэпнуться, пробежать через мид, и вот здесь в файте оказаться за секунду. Ты, ну, этого не рассматриваешь. То есть у тебя команда дерется, уже 26 киллов на мапе, все очень активно, а ты, ну, никак в этой активности, ну, не участвуешь. Ну, вот в СПЛ, согласись, ну, на линию ты выйти не можешь, потому что если ты ну, да. кучу выйдешь, он тебе... Ну, они где-то туда уже полетели. Ну, еще не подлетели. Он тебе просто ебал набьет, ну, поэтому, очевидно, тебе нужно, ну, в топ смещаться, потому что, ну, тебе тут, ну, никто так сильно мешать не будет, ты себе там можешь купить опцию, там сюда куда-нибудь тыкнуть, там, либо вот сюда куда-нибудь, да, вот сюда, там, вот сюда, куда угодно, и качать, типа, вот это, и пачки. Если тебя выгонят, на тебя пачку впушит, можешь в двойку, либо вот сюда налево уйти. А здесь у тебя из опции, если тебя выгонят, это, ну, пойти вот эти два кемпа маленькие бить. И, ну, и то же самое, если тебя пачку впушат, то ты тоже так же самое вот здесь не пушишь. Поэтому лучше тэпнуться, если у тебя герой такой. Но на условном ТБ, да, то ты можешь, ну, либо на морфе каком-нибудь, на котором ты, ну, тебя даже в пятером тяжело убить, то ты можешь, ну, и который качается, ну, быстро достаточно, то ты можешь, ну, пушить по КД пачку и там куда-нибудь сюда заходить, там сюда, вот здесь играть, там какие-то круги вот такие вот наворачивать. Но на веере ты должен, ну, более активно играть, более команде коннектиться, как-то более агрессивно играть, то есть ты не должен качаться вот так вот в тупую, потому что, ну, это для тебя не value просто. Ты должен во всех этих файтах находиться. Жучков должен перед шикучей закидывать, в итоге ты Жучков вообще не дал. Убили всех. Ну, то есть пока что тебя здесь, ну, можно сказать, команда тащит, ты вот крип-симулятор играешь, и то у тебя крипов мало очень. У тебя, ну, ты топ-2 по крипам. Я не знаю, после мипа, как больше бить, если честно. который, ну, потому что ты на линии, ну, типа, вот эти кемпы не трогаешь, вот, ты не пулишь никогда. Ты на линии мало крипов даешь, потому что ты по КД пытаешься, ну, на рожон лезешь, когда это особо не нужно.
То есть у тебя с линии мало крипов выходит, у тебя по игре мало крипов выходит, потому что ты никогда не стакаешь там себе где-то по пути, ты никогда... Ты очень медленно с пачки скипаешь, ты очень оптимальный маршрут выбираешь. Всё. То есть, условно, ты там, когда шикучи нажимаешь, ты только там ранжа условно пробиваешь шикучами, и потом начинаешь бить милишников. Ты должен пол пачку в шикучах пробить, там дать дабл-тычку в милишника, дать обычную тычку в ранжа добить, потом сразу же побежать налево, потом там сюда, на next пачку и так далее. Вот, а ты... Бля, ну я все равно не понимаю, ну, типа, я всегда стараюсь по максимуму добивать всех, но видишь, ну, все равно нет. Ну, я понял, да, что... А сколько должно быть крипов? Ну, на вивере, пока у тебя шарда нет, ну, хотя бы 100-120. Окей. Тёма? Да, сейчас. Ну, то есть ты условно сейчас вот пойдешь сюда, тебе типа до пачки миллиард лет бежать. Аншей ты вот здесь, но будешь медленно бить, пока у тебя шарда нету. Ты должен, ну, типа, вот эту число условно идти убивать. Ты нажимаешь что распел и вот сюда вот бежишь. Зачем, ну, непонятно. Закачать. Ну, так у тебя Он медитейшн идет, показался. Так ты его догонишь, у него, ну, МС 355, у тебя МС 600. Вот шипучий. Да, но я команду вроде как не видел. Или видел. Ну, ты вон в боте Фуриона видел, ты, ну... Так, ну, Фурион может быстро полететь ну, куда смотри, угодно. ты вот пока бежишь, кликаешь шейкер, 80 маны, ну, ПЛ ты не должен бояться, виспа ты не должен бояться. Ну, вот у тебя единственная угроза это Фурион, но Фурион ты тоже не должен бояться, потому что у него голые молнии. Поэтому, ну, ты здесь можешь хоть никого не видя на карте пойти в пятерых, не в пятерых, в чела. И тебя, ну, скорее всего, не убьют уже на такой стадии. Когда у тебя шукучи в 4, у тебя ульт есть, у тебя там, ну, ты просто чела шотнешь за секунду с дизолем и выйдешь просто. Уже на такой стадии. То есть до этого, да, ты мог побояться, потому что у тебя там шукучи не вмакшенная, она долго кадешится, у тебя урона не так много, ты не так сильно берстишь чела. Вот. Ну, А что что на дальше Творса нечего просто? смотреть. Просто ради интереса вот сейчас. Или ты вышел же? Я уже вышел. Ну, на Творса я могу посмотреть. Ну, просто посмотреть на Творс, там, может быть, там же крипы тоже. Вот такая хуйня. В плане, что ты хочешь посмотреть? Ну, типа, да, ну вот, смотри, нормально же, нет? На 10 Ну, сколько у меня было? у тебя на 10 4300 было, но, ну, вот Норм, 4200. нет? Но у тебя с такой игрой, ну, с такой линией должно быть намного было больше. Ты из-за своих, ну, ты никогда не должен думать, ну, типа, ну, все нормально, ну, я постоял. Ты всегда, ну, должен думать, что ты мог сделать лучше, чтобы выйти еще больше. Или там, и условно, ты уже там начал выходить с линии, там, ну, по 5000 на Творс, условно, но дальше уже, скорее всего, некуда. То ты должен, ну, думать, что мне сделать, чтобы, ну, типа, у врагов было еще хуже. Чтобы, типа, я остался, ну, уже дальше мне расти по нетворсу именно некуда. Но что я могу сделать, там, чтобы, ну, врагам еще сильнее, ну, напортачить, типа, понял?